Спасибо большое за теплое приветствие, спасибо за насыщеннейшую программу и за ваше долготерпение. Я понимаю, что время близится к полуночи. Я постараюсь утрамбовать свой доклад, несмотря на то, что вы щедро предложили мне 40 минут. Но уверена, что у всех будет доступ к презентации, и вы сможете внимательно рассмотреть все детали, так что не обижайтесь, если я не расскажу о чем-нибудь, на чем будет написано на слайдах. Давайте сейчас я попробую запустить презентацию. Надеюсь, что у меня все выйдет успешно. Итак, я являюсь координатором рабочей группы библиотеки и социальной медиа Российской библиотечной ассоциации. И мы создали эту рабочую группу в 2014 году, чтобы объединить усилия людей, которые работают в социальных медиа, для какого-то общего результата, обмена опытом. И во многом сейчас, конечно, все наши конференции, в том числе сегодняшний наш форум, выполняют эту функцию, поэтому мое дело в основном наблюдать и анализировать. И я хочу с вами поделиться некоторыми наблюдениями, которые мы сумели достигнуть к сегодняшнему дню. Ну, во-первых, хочется сказать, что библиотеки, конечно, активно формируют вокруг себя информационное пространство разными способами. В первую очередь, это книжная продукция, которую библиотеки традиционно издавали, издают и продолжают выпускать. Вот у меня просто есть статистика за 2021 год, сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек России. Информацию о своей книжной продукции подали библиотеки 61 региона, которые выпустили 263 печатных издания и 60 электронных изданий. И это, конечно, лишь ограниченное число. Я думаю, уверена, что библиотеки выпускают намного больше. Также библиотеки активно формируют информационное пространство вокруг себя на своем официальном сайте. У всех библиотек, у всех центральных библиотек регионов России есть сайты, практически у всех есть и более мелкие, где-то они укрупнены, но сайт он отражает основные точки входа в различные каналы, формирующие информационное пространство, и является основной точкой информирования о мероприятиях, новостях, предоставляемых услугах. Говоря, я не собираюсь сегодня много останавливаться на вопросах сайта библиотеки, но хотелось бы обратить внимание, что все, кто отвечает за эту работу, должны внимательно изучить все нововведения, которые пришли в связи с изменением в закон о рекламе, о котором сегодня рассказывала Кристина Халюкова. Я немножечко, чуть-чуть позже еще немножечко скажу. И, конечно же, в связи с пандемией, то, что мы тоже сегодня видели, большой тренд – это библиотеки, кроме того, что издают традиционный информационный поток, начинают работать не только с текстами, с которыми они библиотеки призваны работать, но и работать с видеоформатом, видеоконтентом. Из YouTube многие уехали, многие остались. Активно развивается представительство на Рутюбе, но, конечно, большинство библиотек размещают свой видеоконтент ВКонтакте. И подкасты – это тоже большую роль играют для библиотек. Мы сегодня тоже слышали об очень интересных примерах. И в отчетах за 2022 год около 20% библиотек, центральных библиотек регионов отметили, что они ведут такую работу. Как я вам сказала, значит, рабочая группа библиотеки и социальной медиа образовалась в 2014 году, это вот в середине этого таймлайна, и у нас есть такая небольшая хронология, в принципе, присутствия библиотек, социальных медиа. Мы понимаем, что каждый временной отрезок характеризуется чем-то своим. И вот, конечно же, 2022 год принес для нас новые вызовы, новые изменения, сильно изменилась палитра, и мы решили провести некоторый анализ совместными усилиями, анализ присутствия центральных библиотек регионов России в социальных медиа. И разделили работу вместе с Еленой Чувашовой из Санкт-Петербурга, выбрали для себя объектом анализа представительство центральных библиотек регионов России, взяли их статистические данные на базе, которые можно было подчеркнуть с помощью инструмента Popsters,
А также Елена проанализировала все материалы отчетов о деятельности центральных библиотек субъектов Российской Федерации, которые они предоставляют в Российскую национальную библиотеку за 2022 год. И сейчас мы с вами увидим некоторую картину, которая у нас образовалась. Я также должна сказать, что анализ по статистическим данным был предварительно сделан еще в августе 2022 года, поэтому мы смогли увидеть динамику за полгода от августа до апреля, какие регионы выбрались в лидеры, у кого что изменилось. Возвращаясь к вызовам 2022 года, наши изменения – это, конечно же, важнейшая смена парадигмы. Да, мы ушли с традиционных площадок из-за того, что организация МЕТА была признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. Соответственно, большинство библиотек перестали вести свои представительства в этих сетях. К сожалению, не все библиотеки убрали упоминания и кнопочки со своих сайтов о этих социальных сетях. Приостановились действия работы в ТикТоке и Твиттере, которые ограничены по другим причинам. И, соответственно, вызов – это был поиск новых платформ. Это тоже нам Кристина говорила. Все перешли во ВКонтакте и в Телеграм стало много. Но многие же должны были провести работу по проверке чистки своих сайтов, ресурсов, сделанных с помощью плагинов Google. Я хочу обратить внимание, если помните, в 10-х годах было очень много учебных курсов, где мы создавали блоги на платформе с помощью инструментов Google, какие-то встраивали баннеры, встраивали всплывающие интересные интерактивные панели. И если у вас есть какие-то забытые ресурсы, которые вы еще не перепроверили, не прочистили, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что в них может всплывать вместо того, что вы ожидаете, того, что вы делали когда-то интересным, всплывать агрессивная реклама. Ну и, конечно же, задача, которая стояла перед всеми библиотеками, это задача по сохранению, приумножению аудитории, то есть потерянной аудитории с зарубежных платформ и восстановлению ее на новых площадках. Я проанализировала, методологическая основа выбора аккаунтов, которые будут проанализированы, послужила информация, размещенная на официальных сайтах библиотек. Соответственно, мы сходили по всем сайтам областных библиотек и смотрели, какие кнопки социальных сетей у них размещены. Чаще всего это несколько ключевых кнопок. Вот я сегодня спрашивала Ярославскую библиотеку, когда же у них появится кнопочка Телеграма, потому что сейчас у них, к сожалению, стоит только во ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутюб. Телеграм – замечательный, очень интересный канал, который появился еще в 2022 году. Мне бы хотелось его использовать в результатах своего анализа, но я не могла, потому что это ограничило мою методологическую установку. Ну и вот по той информации, которая у нас представлена на сайтах библиотек, многие библиотеки распределяют свою деятельность на несколько площадок. Почти треть работает в 3 сетях: и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Телеграм. 46% работают в 2 сетях, и они делятся примерно пополам. 26% во ВКонтакте и в Телеграме, и 20% во ВКонтакте и Одноклассниках. И только одну сеть официально поддерживает 23% проанализированных библиотек. Это, опять-таки, надо сказать, что у многих библиотеках есть дополнительные подразделения, о чем нам тоже сегодня рассказывали. Вот, например, на примере иностранки, когда каждый центр имеет свое представительство. Для данного анализа, если в библиотеке было несколько представительств в той или иной сети, выбиралась одна центральная площадка, которая участвовала в анализе. Поэтому цифры, которые мы дальше увидим, они касаются только этой базовой площадки. И если мы вот эти базовые аудиторию просуммируем, то мы увидим, что было проанализировано во ВКонтакте у нас самая большая консолидированная аудитория. Около 400 тысяч подписчиков. Ну, давайте сравним. Сегодня мы слышали, что у иностранки консолидированная аудитория 52 тысячи подписчиков во всех социальных сетях. В одном ВКонтакте, в одном аккаунте Российской государственной библиотеки в социальной сети
ВКонтакте 142 тысячи подписчиков. То есть, конечно же, это совершенно не покрывает представительства всех библиотечных представительств, но исключительно тех, которые были проанализированы. Но в любом случае мы видим, что ВКонтакте, конечно же, наиболее активная социальная сеть и наиболее активно по сравнению с другими привлекает к себе внимание. Дальше, если мы посмотрим, что в Телеграме и Одноклассниках примерно одинаковое количество проанализированных представительств, то подписчиков в Одноклассниках сильно больше, в 2 раза больше. Однако реакций, комментариев и лайков Одноклассники дают значительно меньше. Телеграм в этом смысле более комфортный, более практичный. Что хочу сказать про Одноклассников, их на самом деле тоже около 50, однако система сбора информации не позволяла анализировать те профили, которые представлены как, не как паблики, а как профили, поэтому, значит, в анализе участвовало только 44 представительства. Итак, во ВКонтакте есть представительство у всех библиотек, кроме библиотек Херсонской и Запорожской областей, которым вполне по непонятным причинам пока нет представительств. Донецкая и Луганская области ведут такие представительства с 2014 года, поэтому они вполне логично поддерживаются, по некоторым параметрам выбиваются даже в лидеры. Вот такая примерно географическая карта по числу подписчиков. Мы видим, конечно, что лидерами у нас являются Санкт-Петербург, Ленинградская область, но достаточно равномерно распределены мы по всем регионам России и по численности. Если мы отвлечемся на тему того, что библиотеки писали о себе в аналитических отчетах, то важно сказать, что при работе ВКонтакте в 2022 году очень много кто отмечал важность работы по верификации паблика через госуслуги и получении официального статуса госорганизации. По состоянию на июль текущего года я прошлась по всем пабликам, которые участвуют в нашем анализе, и выяснилось, что только 2 из них не имеют такого статуса. То есть, в принципе, практически все уже оформили свою организацию во ВКонтакте, верифицировали его. Даже хочу сказать, что одна из библиотек изменила, то есть у нее был достаточно большой персональный аккаунт с 2500 друзей, они для того, чтобы получить верификацию, создали группу, да, значит, которая является вспомогательным. Теперь да, как-то они будут перестраиваться, поддерживать сейчас и персональный аккаунт, и официальную группу, имеющую статус госорганизации. Также тренд 2022 года – это появление нового формата ВК-клипов. Об этом активно рассказывали сама ВКонтакте, приглашая всех использовать этот тренд. И Национальная библиотека Ямал-Ненецкого автономного округа тоже хвасталась этим достижением в своих отчетах. Ну и действительно, я думаю, что вы видели их клипы. Во всех социальных сетях они есть и во ВКонтакте, и в Телеграме. И вообще ребята молодцы. Они обещали в отчете, что будут снимать еженедельно, и продолжают это делать. Ну а теперь мы приходим к нашим замечательным цифрам и видим, что лидерами по общему числу подписчиков является, конечно же, что логично, родина во ВКонтакте, город Санкт-Петербург, библиотека имени Маяковского, 35,5 тысяч подписчиков, и Москва, библиотека Некрасова на 2-м месте, на 3-м месте Республика Татарстан. Я вставляла некоторые картинки, чтобы разбавить эту статистику. Я буду их проскакивать, потому что мы видели уже с вами очень много красивых примеров в сегодняшнем рассказе. Но хотелось бы отметить, что для ВКонтакте мы посчитали еще отдельную дополнительную историю, что понятно, что когда мы сравниваем возможности Питерской библиотеки, да, с возможностью представителей людей, например, в Республике Карелия или в Ненецком автономном округе, понятно, что они, возможно, не могут по своей специфике достигнуть такого широкого охвата подписчиков. Но если мы пересчитаем количество пабликов к числу населения, к жителям своего региона, то мы увидим, что как раз самый Ненецкий автономный округ и Республика Карелия с Республикой Коми будут выбиваться в первую тройку лидеров, потому что Ненецкая библиотека охватывает почти 7% жителей своего региона.
Ну, мы, наверное, думаем, что, конечно, там есть и библиотекари из других регионов среди подписчиков, но все-таки это значительные цифры. Когда мы сегодня тоже коллеги говорили, что не надо стремиться за цифрами большими, нужно соотносить себя с какими-то реалистичными показателями. Вот этот охват от региона, он может быть вполне интересным показателем, который может вам пригодиться. Конечно, очень сложно сравнить активность пабликов, значит, потому что все размещают очень разное количество публикаций. И если позволите, я вернусь вот сюда, вот где мы видим библиотеку имени Маяковского на первом месте по лидеру, по общему числу подписчиков, во втором столбце, вы видите, там, где плюсик, где количество публикаций, библиотека имени Маяковского на 87-м месте из 87 проанализированных пабликов, потому что они размещают публикации и поддерживают этот один раз не раньше, не чаще, а раза в сутки, не перегружают своего читателя. Поэтому число публикаций это может быть хорошо, может быть плохо. Вот в случае, например, с Национальной библиотекой Республики Карелия мы видим, что они на первом месте по числу публикаций, но они также не глубоко на 4-м месте по числу лайков, то есть их достаточно активно поддерживает их аудитория, значит, такая частота публикаций им нисколько не мешает. Лидеры по общему числу реакций являются Курская, Кировская область и Ненецкий автономный округ. А по среднему числу реакций, это немножечко другой показатель, в лидеры опять выбивается Санкт-Петербург. То есть мы видим в квадратных скобочках, да, значит, что они по общему числу реакции на публикацию занимает 58 место, потому что у них не очень много публикаций в принципе в целом, но на каждую публикацию в среднем приходится 92 реакции, 92 сердечка. И это, конечно же, действительно свидетельствует о качестве контента. Но и у других коллег эти показатели не маленькие. Например, Севастополь с 46 почти реакциями тоже показывает замечательные показатели. Белгород, Алтайский край, Кировская область. Хочется вот на этом слайде остановиться, сказать, что, конечно же, личностные истории, затрагивающие юбилеи или дни памяти важных для библиотеки людей, это те публикации, которые собирают наибольшие, очень большое число реакций и всегда выходят в топ просмотров. Ну и, конечно же, мы не можем не поговорить про общее число комментариев, потому что в социальных сетях мы собираемся для того, чтобы поговорить. И лидером в разговорчивости в апреле 2023 года стала Кировская область, хотя в августе она была на 3-м месте. Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Курганская область и Томская область. О том, что поговорить с читателями, это очень важно, отмечали также в своих отчетах очень многие библиотеки. Так, Мурманская область писала о важности внимания к постам, что это цель ведения пабликов. Смоленская областная библиотека обращала внимание, коллеги из Забайкальского края пытались даже анализировать, какие именно форматы привлекают больше внимания для взаимодействия с читателями и как преодолеть боязнь читателей писать и комментировать. Ну и, соответственно, мы возвращаемся к среднему числу. То есть у нас было общее число комментариев и среднее число. В лидеры опять у нас выходит Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская область, Севастополь и Томская область. Но, конечно, мы видим, что Санкт-Петербург лидирует здесь с значительным отрывом в 7 комментариев против 2 уже у тех людей, которые занимают 2-е место. Мы много сегодня говорили о Телеграме. В данном обзоре было проанализировано 50 каналов, которые были представлены на сайтах. И эти каналы нарисованы на этой карте. Вы видите, что центр у нас находится
лидер находится совершенно в другом месте. Как вы думаете, кто это? И это Республика Татарстан, у которой почти 7 тысяч подписчиков с телеграм-канале. Если сравнить с библиотекой Некрасова, на которой на втором месте, у нее в 2 раза меньше, 3,5 тысячи подписчиков. При этом телеграм-канал татарской библиотеки ведется на 2 языках, интересно, красиво, с разными инструментами, но практически все публикации сначала на русском языке, а потом на татарском. Я пока не нашла для себя ответа на феномен, с чем же это связано, но Республика Татарстан гордится своим каналом, и он является действительно, значит, средним числом просмотров одной публикации около 2000 просмотров. Но также нельзя не отметить тех людей, которые писали много о своей работе в Телеграм. Это Свердловская областная библиотека. Она, в принципе, ведет во всех сетях по много каналов, и все их выставляет на сайте. И мне было очень сложно выбрать, какой же из каналов анализировать. Но их нестандартный подход, например, белинка по складам, да, сиглы ББК, ОПАК и МБА, мы с этим разберемся. Вот о том, как устроена библиотека самых азов, они, конечно, замечательно. Мы сегодня с вами слышали про Ярославской области, Коля на приколе, о чем коллеги хвастались в своих отчетах. Вот. Ну и также написали в Телеграме Мария Эл, Ставропольский край, Омск, Оренбург, Воронеж. Мне хочется здесь вот остановиться и попросить всех областной библиотеки не забывать хвастаться в своих отчетах той работой, которую вы ведете в социальных сетях, потому что мы будем продолжать ее анализировать. Но кто же у нас больше всего пишет в телеграм-канале? Чаще всего пишет Республика Саха-Якутия и Новосибирская область, Амурская, Курская и Липецкая области. Больше всего реакций, то есть лайков, да, значит, получила библиотека Некрасова из Москвы. На втором она обогнала лидера по числу подписчиков Республику Татарстан и Астраханскую, Иркутскую, Белгородскую области, на которые тоже достигли больших показателей. Но не могу не поделиться картинкой, как мы сегодня много говорили про вот находки в разных библиотеках, кто как использует. Вот эта находка мне очень нравится. Собственно говоря, этот пост приглашение на выставку, потому что в вклейке на книжке написано «Милая Майя, буду рад, если хоть до 15 июня выберете на минутку забежать на выставку живописи Анатолия Юрьевича Никитича». И надеемся, Майя дошла, пишет Некрасовка, и вы дойдете, если не до выставки, так хотя бы до библиотеки. Трогательно, 74 лайка к публикации. Ну и среднее число реакций у библиотеки Некрасова, это было лидерское число, да, в среднем они получают 34 лайка к публикации, и 20 получает Татарстан. Причем у Татарстана, как видите, с августа месяца они с 4 места поднялись на 2. Также активно работают со своим пользователем Астраханская область, Маяковка из Санкт-Петербурга и Белгородская области. По числу комментариев у нас лидирует Кабардино-Балкарская республика, которая на самом деле вот здесь в анализе по остальным показателям не то чтобы в лидерах, да, но действительно им удается хорошо разговаривать со своими пользователями. На 2 месте Татарстан, далее Сахалинская область, Красноярский край и Малоненецкий автономный округ. И среднее число комментариев у нас также остается у Кабардино-Балкарской республики, то есть это 6 с лишним комментариев к публикации. Одноклассники. Как я вам сказала, что на сайтах есть сведения о представительстве 49 библиотек, но проанализировано было только 44, потому что профили проанализировать невозможно. Одноклассники у нас лидеры, видите, вырисовываются в другую сторону. Больше, конечно, Сибирь или Юг России заинтересованно, активно работает в Одноклассниках. Лидерами у нас по числу подписчиков, кстати говоря, опять так же, как в Телеграме, лидер, 1 место от 2
очень сильно отстает. Амурская область с 5000 подписчиков, Белгород 3500, Иркутск 3400, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ. По числу публикаций у нас лидирует Курская область, по общему числу, и она же лидирует по общему числу реакций. Следом за ней следует Белгородская, Амурская, Владимирская, Ивановские области. И по среднему числу реакций на публикации, привет Екатерине Аксеновой, у нас в лидерах Пензенская область с 14 реакциями на публикацию. Белгород 12 в среднем на публикацию, хотя в предыдущем периоде они были на первом месте. Общее число комментариев чаще, больше, самые разговорчивые в Одноклассниках удается разговаривать с своей аудиторией Алтайскому краю и коллегам из Забайкальского края, а также, как я вам обещала, в лидеры выбивается, в топ-5 вышел и Донецкая республиканская библиотека имени Крупской. Я очень вам советую, кстати говоря, подписаться на аккаунты библиотек новых территорий. Они действительно очень молодцы, очень много чего интересного делают, несмотря на все сложности, которые их окружают. Ну и теперь красненько я хочу вам рассказать о контенте, о некоторых аспектах. О контенте вы слышали сегодня самые лучшие истории, вы уже слышали. Поэтому моя задача не рассказать вам историю, а рассказать вам некоторые установочные моменты, на которые хотелось бы, чтобы вы, коллеги, обращали внимание в своих публикациях. Нам кажется, что не существует документов, которые бы нам говорили, что именно мы должны писать в своих социальных сетях. Однако такой документ есть. Это документ, разработанный внутри Российской библиотечной ассоциации, но утвержденный правительством Российской Федерации в 2021 году. Это стратегия развития библиотечного дела до 2030 года. И в этом документе есть несколько упоминаний именно нашей с вами деятельности. И, во-первых, в нем заявлено несколько аспектов, которые позиционируются как уже активно реализующимися. И я уверена, что в ваших представительствах на эти темы вы тоже обращаете внимание. В первую очередь это информирование общественности об успешной модернизации библиотек как одного из стратегических приоритетов государственной культурной политики. Конечно же, это во многом имеется в виду проекты по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Но, в принципе, даже если ваша библиотека не модельная, то продвижение каких-то интересных успехов по модернизации – это то, что от вас ждет стратегия развития библиотечного дела. И также позиционируется, что библиотеки продвигают универсальную грамотность, включая медийную, информационную и навыки цифровой грамотности. Это то, чего нас ждет общество, и уверены, что мы не забываем это делать в своих представительствах. Есть несколько пунктов в стратегии, 6 различных пунктов, куда мы стремимся, к чему мы хотим достичь до 2030 года, и в 3 из них есть прямое упоминание того, что будет делаться в социальных медиа. В части развития и сохранения библиотечного фонда России библиотечное сообщество пообещало правительству Российской Федерации заниматься продвижением популяризацией совокупного библиотечного фонда России. Поэтому имейте в виду, когда вы рассказываете о своих фондах, вы в том числе служите и этой большой целью. А когда вы рассказываете о фондах, которые включены в какой-либо консолидированный общероссийский ресурс, например, национальную электронную библиотеку, или национальную электронную детскую библиотеку, или другие ресурсы, или ваших книжных памятников, включенных в общероссийский реестр, вы занимаетесь продвижением совокупного библиотечного фонда России. Также важная задача, которую ставит перед нами
наше руководство, это формирование и продвижение в обществе устойчивого образа библиотеки как источника легитимной и достоверной информации, как пространство концентрированного и систематизированного знания и пространство, сочетающее все формы работы с информацией на основе свободного и равного доступа. Это особенно актуально в условиях, да, значит, когда мы видим телевизионные передачи, нам все время рассказывают о борьбе с фейками, и мы должны помнить о том, что библиотека – это то самое место, которое должно помочь нашим читателям, нашим пользователям, жителям нашей страны найти легитимную и достоверную информацию. Но и также надо не забыть, что важным аспектом является научное и методическое обеспечение деятельности библиотек, и предполагается, что в социальных медиа мы продвигаем эффективные практики развития наших профессиональных организаций. Поэтому что мне хотелось бы обратиться ко всем слушателям, ко всем, кто ведет свои социальные медиа, но иногда просматривайте свои публикации, свой план и задумывайтесь, как часто среди ваших публикаций освещаются темы, которые соответствуют стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Также важно сказать о том, о чем нам сегодня говорила Кристина Халюкова, что в связи с изменением закона о рекламе вся реклама должна маркироваться. И когда вы ведете свое представительство в социальных медиа как площадка, как афиша, как просто выкладывая какие-то простые плакаты, призывы к чему-нибудь или ссылки на ваш сайт, вас могут воспринять как рекламную площадку, а за это могут быть штрафы. В этом нужно отдельно разбираться, и, конечно, мы должны провести по этому поводу отдельное мероприятие, объединить усилия. Но обязательно задумайтесь, что вам проще. Быстренько опубликовать афишу с призывом к действию, а потом еще разметить ее как рекламу, зарегистрировать токены, разместить креатив в организации рекламного доступа, заплатить комиссию за размещение там, да? Или же подойти креативно, написать авторский текст или сделать событийный дайджест или что-то из того, о чем мы сегодня говорили. И если в вашей библиотеке есть профессионалы, которые уже разобрались в юридической составляющей, а я так догадываюсь, что среди выступающих сегодня точно есть, то я приглашаю поделиться с наработками с коллегами с нашей рабочей группы и провести какие-то информационные мероприятия по этой теме. Ну и напоследок. Я хочу вас уверить, что данный мониторинг мы будем продолжать проводить и в дальнейшем. Но сделать его усилиями нескольких человек достаточно сложно, поэтому я приглашаю всех, кому интересно, принять участие. На слайде вы видите разные способы, которыми вы можете принять участие в мониторинге, но их намного больше, поэтому если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, приглашаю. Спасибо вам за внимание.